2020 год в Казахстане объявлен годом Абая, поэта, философа, просветителя. Произведения Абая представлены на выставке в разных изданиях. Поэзия – властитель языка. Творческое наследие поэта – это несколько поэм, 170 стихотворений, многие из которых он сам переложил на музыку. 2 музыкальных произведения Абая представлены в книге Уали Бекенова. Особое место в творчестве Абая занимает книга «Слова назидания». Он создавал ее на протяжении 8 лет. В ней обрели свое воплощение все грани казахской души, ее тонкий лиризм, ее сомнения и отчаянные искания. Первым переводом «Карасоз» на европейские языки можно считать издание книги на чешском языке в 1959 году. С тех пор «Слова назидания» вышли на десятках языках народов мира. Переводил Абая и Герольд Бельгер, заслуженный деятель культуры Казахстана. Об этом он рассказывает в своей книге «Гёте и Абай». И пришел он к творчеству немецкого поэта Гёте через творчество казахского поэта Абая. В честь юбилея великого казахского поэта и мыслителя будут переведены и изданы сочинения Абая на 10 иностранных языках. Жизнь и творчество Абая Кунанбаева описаны в книге Мухтара Ауэзова «Абай жилы. Путь Абая». Поэтический сборник посвятил Абаю Какимбек Салыков. Многожанровое творческое наследие поэта-мыслителя стало бесценной сокровищницей мировой литературы, отметил в своей статье «Абай и Казахстан 21 века» президент Токаев. Статья нашла широкий отклик в обществе. Публикации в печати также представлены на выставке. Еще в 1896 году Абай, обращаясь к потомкам, оставил нам наказ: «Все, что я написал о проявлениях человеческого характера и его деяниях, оставляю вам на память. Прочтите эти строки без равнодушия, вникните в их смысл, и ваши сердца преисполнятся любовью».